просто внимательно смотрите за тем, как ведут себя люди в разных странах. Например, я уже когда жил в Германии, уже Советский Союз распался, и Казахстан стало отдельное государство. Мы полетели в Казахстан, пошли в парк, город Караганда, и там, естественно, общественный туалет, ну, он какой он? Обыкновенный, на улице, советский, с дыркой в полу и все такое, но он был платный. Ну, мы пошли, значит, в этот туалет, заплатили деньги, а туда зайти нельзя было. Вовнутрь он как бы был убран, но там воды стояло столько, что ты не мог пройти, да, просто там воды стояло. Но я вышел, начал возмущаться. Говорю, ну вы реально берете деньги за туалет, ну как зайти в него, там вода стоит, я не могу в обуви зайти. И тут это самое, полицейские проходили, уже казахи. Ну и я начал говорить, ну ребята, так и так, я вот турист, приехал из Германии. И они говорят, да, вы правы. Они говорят, вы правы, нам нужно что-то с этим делать. И реально потом, через несколько лет, когда мы приехали, уже были оборудованы нормально туалеты цивильно. Они были платные, но они были, по крайней мере, чистые. Туда можно было зайти, потому что платные туалеты всегда убирают, да? Потом второй случай. Первый раз мы прилетели в Астану, в аэропорту, да? И, естественно, что в Казахстане? Коррупция. Значит, нужно было заполнять документы, что ты с собой везешь, там, а мы привезли видеомагнитофоны, там, помню, деньги, золото, все, что ты заводишь, нужно в этой декларации заполнять. Ну и тут подходит этот чиновник, говорит, давай мне 30 евро, и тебе ничего заполнять не надо, и я тебе оформлю сразу эту регистрацию, что в Казахстан, когда приезжаешь за границей, ты должен регистрироваться. Тебе не надо будет регистрироваться. Ну, я думаю, ну что, классно, 30 евро отдал ему, и все нормально. Потом разговариваю там с одним, а он чиновник, реально чиновник в Астане, и он такой говорит, хорошо, что ты мне вот это рассказал. Блин, мы так боремся здесь с коррупцией, это нужно убрать. Тем более, когда приезжают к нам иностранцы, и вот так вот в наглую, говорит, у нас вымогают, говорит, взятку, это мы устраним. И реально, я потом поехал, и такого нет. Просто прилетаешь сейчас в Казахстан, и там как во всех странах мира. Ничего тебе такого делать не надо, всю эту хрень, не записывать, не оформлять, ничего. Просто проходишь, показал, все этот прошел. Все нормально, и никаких взяток давать не надо, понимаешь? Смотря какой народ, опять же говорю. Если взять в России, русские не любят, когда им рассказывают про недостатки у них в стране, про то, что у них коррупция, про это. Они хотят тебя убить. Понимаешь, в чем разница? Одни реагируют так, признают это. Только тот, кто признает, что у него не в порядке что-то, он уже на правильном пути, он исправит это. Поэтому Казахстан будет процветать. Поэтому я за Казахстан. Они все видят. Они все знают. Они признают, что у них не в порядке. И исправят. В России не будет никогда изменений. Почему? Потому что они все это скрывают, они ненавидят и готовы убить тех, кто говорит про них правду. Это поэтому там никогда изменений не будет. Потому что они, во-первых, сами хотят так жить. И запрещают другим говорить, что у них есть недостатки. Они до того агрессивные становятся. Ну реально. Почему меня хотят здесь убить любители русского мира? Именно потому, что я говорю правду про Россию и про то, что они несут эту деградацию во весь мир. И они ее принесут, загадят все. И будут потом заставлять всех молчать о том, что они все у людей загадили. О том, что ГДР загадили, что Кёнигсберг загадили, всю Восточную Европу загадили, да все постсоветские страны загадили. И не дай бог ты про это скажешь. Они ж убить тебя готовы за это. Понимаешь? У них поэтому никогда ничего не изменится. Вот в чем дело.